Привыкнешь подоядешь ждать, с пустым желудком будешь спать. Да, сак, садись, арпей, зажавлю. В таких кратких и мудрых изречениях наши предки передавали свои заветные правила жизни. Теперь эти пословицы и поговорки могут узнать и представители других народов нашей страны. Опубликованы они в антологии «Народная мудрость». Книга издана в рамках проекта поддержки национальных литератур народов Российской Федерации. Для нас очень важно, что в этот проект вошло около 400 пословиц и поговорок на ингушском языке, наших пословиц и поговорок, собранных в течение долгих десятилетий нашими учеными, фольклористами, литераторами. Аудитория этого проекта огромнейшая по всей стране, и для нас очень важно, что наши пословицы и поговорки будут читать на всей территории нашей огромной Родины. В антологии опубликованы оригиналы более 14 тысяч пословиц и поговорок на 65 национальных языках. В ней собраны мудрые изречения даже на ненецком и эскимосском. Темы пословиц самые разные – о добре, зле, пользе учения, жизни. Сама же презентация книжного издания проходит в стенах Национальной библиотеки. Встреча собрала писателей, поэтов и научных деятелей региона, а также педагогов. В их числе и Хаважна Костоев, председатель Союза писателей Ингушетии, рассказал присутствующим, как велась работа по отбору наших пословиц и поговорок, которые вошли в антологию. В этом очень помогли труды ингушского ученого-фольклориста Ибрагима Дахкильгова. Фольклор гулумбы, цик кицаждар цатон кастар издош, царя хаитер уах, царцар хаитер уах, духадарыш хани ачер, ух вей кицаж гулдячар, фольклор гулдячар издер дерги чудахат. Дахтачичи дикля тержимдар, хани ачер тержимдер ханы институте болхужи массаница договор, массани издержи миштету на кварташ де тержимдар истлачи из На протяжении большей части своей жизни Ибрагим Дахкильгов, еще будучи студентом, собирал ингушский фольклор и исследовал его корни. О том, как им записывались и собирались изречения, где собрана вековая мудрость наших предков, гостям встречи поведала Ихади Даурбекова, бывшая студентка Ибрагима Дахкильгова. Во время зимних каникул после сессии он отправился в Малгобек к родственникам. У него там жили нуанпой, и он объездил вот эти вот села Малгобекского района, зафиксировал все, что вот он смог записать у стариков. И после того, как его работу высоко оценили, он вызвался организовать экспедиции именно в горные районы. Это было очень тяжело на тот момент, потому что переправ не было, мосты были взорваны, разрушены. И вся вот эта вот первая группа ингушских студентов, они вместе, вот у них был один фотоаппарат, они отправлялись и прошли на самом деле пешком огромные расстояния. И такая работа долгие годы велась многими учеными, писателями и поэтами разных народов страны, так как именно пословицы и поговорки являются носителем истории, кладезем мудрости и хранителем истоков гибкого и выразительного языка народа. Читать, знать и собирать их гости призывают и молодежь, присутствующую на встрече. Антология «Народная мудрость» уже 6-я книга, выпущенная благодаря проекту поддержки национальных литератур народов России. В предыдущих 5, посвященных поэзии, детской литературе, драматургии, прозе и публицистике разных народов страны, представлены произведения и наших ингушских авторов. Ну а ознакомиться с 6-м томом, где собраны пословицы и поговорки 65 народов, может и любой житель региона в стенах Ингушской национальной библиотеки. Дана Плиева, Сулейман Костоев, Новости 24.